Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день. Сегодня в гостях у меня историк Александр Агеев, человек, который не только многим могилевчанам, белорусам, но в данном случае, наверное, и мне расскажет о каких-то вещах, связанных с символикой Беларуси начала 20 века. К сожалению, не все мы знаем. Да, во-первых, здравствуйте. Добрый день. Я представил, но не поздоровался. Добрый день. К чему я вспомнил, не представил. Я с вашего разрешения буду разговаривать на российской мове. Вы ж цудоўна размаўляеце по-беларуску. Я чуў в передаче. Ну, это вы так меркуете, а я стыдаюся своей белорусской мовой. А особисто размаўляць з чалавекам, які преподає на беларускай мове. Викладаю. Бачите, як мне треба весь час напруживаться и так далее. Тому, на жаль, к сожалению, я буду разговаривать на российском. Ну, наших белорусов тоже много российскоязычных, поэтому будем их тоже уважать. Александр, бело-красно-белый флаг. Угу. Расскажите нашим зрителям историю, хотя, может быть, для многих это и уже известная тема, но вот пусть это будет на нашей передаче, тоже прозвучит как исторический момент. Откуда он пошел, что с ним связано, какие исторические факты вы можете нам предоставить. И почему он, по сути, должен быть нашим национальным флагом. Ну, напевно, давайте распочнем вот с чего. С погони все-таки, а не со стяга. Но это Да, они взаимозалежные, поэтому я не ухожу от темы. Вот мало кто знает в Республике Беларусь, особливо представники милиционеры, силовых структур, что погоня у нас это официальная историко-культурная каштовность, затверженная Советом Министром и внесенная в список историко-культурных каштовностей. То есть с майкой, с погоней можно идти смело в общественном месте, в громадском месте. То есть если флаг забирают на стадионах, то с погоней можно. Ну да, то есть отрымовывается так, что вот стяг у нас, есть же законодавство, и наше законодавство заборонче. То есть то, что недозволено, то и заборонено. І в гэтым сэнсе бел чырвона-белы сцяг ён не зарэгістраваны, калі ён не, напрыклад, сімвал БНФ. Вот БНФ там еще есть специальные атрибуты, там ОГП, например, там тоже такая в целом она бел-червоно-белая символика. Вот это зарегистрированные символы, так, у партии. А вот так просто бел-червоно-белый, он не зарегистрированный. В этом сенсе он у нас, можно попасть под певный пресс, там ничего особливого не будет, но все ж таки тут треба быть осторожнее. Погоня дозволенная, она ведет своими коронями с 13 стагодия, там князь Вітень, значит, великокнязский спочатку символ, и так поступово он с великокнязского перерос в национальный, тогда еще державный, великокняство литовское, русское, жамовицкое и інших земель. А потом стало и национальным с тягом часу. Поэтому погоня, вот тут все нормально, можно ходить. Іншая справа, что треба знать дресс-код. До чего, как мои студенты, там те школьники, в школах есть дресс-код певный, то есть, там спокойное одение, колесте спортивное, то есть треба знать, куда идешь, а так все добро. А по стягу тут больше складанная ситуация. В принципе, она отповедает погоне. Кольоровая гамма бел, червона, белая, да, там, например, рыцарь, да, значит, сребный рыцарь, у него червоная торча, то есть щит такие вот, и короче кажучи, вот это мовится бел, червона, белое сполучение, короче, зусім коротенько. Но сказать, что он был державный, не скажешь, вельмі долгие стагодия, бо тогда в огуле не было державных стягов. Просто не было их как таковых. В принципе, потому что были князёвства, и у каждого был свой герб. Были хоругвы, например. Да, хоругвы. Вот такие вот часом приводят. Стандарты. Вот вымпела, вот такие вот, разные, да, те самые. Вот, например, приводится приклад битва под Оршей 1514 года, когда объединенное войско Великого князя, то есть, литовцы, белорусы, вообще белорусы, наверное, на первом месте, поляки и литовцы, разом бились с москалями под Оршей, да, и там приводят, что вот уже был, знаменитейшая, значит, битва, в вынику которой припынилась агрессия далее, наши земли застались в Великом княжестве, и, в общем-то, мы, белорусы, застались белорусами. Не отрывалось, как в Новгороде, в Пскове. Давайте чуть-чуть на этом остановимся. Что это за инцидент был, и что это за битва была? Из-за чего она возникла?
справа в том, что Претензии были московских руководства. керівництво, Чуть не сказал президента, царя, да, там и так далее. То есть Московия имела претензии на белорусские земли. Да, я спробую зусім просто, тут хай колеги мені дарують, я кажу зусім простою мовою, з уліком, що у нас широке вельми коло, значить, глядачів буде, да, самих різних. Я не знаю, хто буде глядіти, поэтому спеціальну термінологію використовувати не будемо сьогодні. Ось, ну, за невеликим виключенням. Справді, была Залесская Орда, так называемая, это была часть Золотой Орды. Это бы сегодняшнее московское, вот ядро сегодняшней московской державы, да, ну, России сегодняшней вот уже. Вот. И она вызволилась, 1380 год, все знают, Куликовой битвы, еще про 100 годов, и она вызволяется, и она... Которая сейчас много вопросов по Куликовой битве. Ну да, она по всех битвах шмат питання, на самой справе по любой проблеме историчной. И вот коли она вызволилась, у нее уже был опыт вот как бы всходней тактики и европейских певных таких вот напрацовок. И такая довольно моцная армия, змагаючись, в общем-то, за свою, можно сказать, незалежность. И они выпрацовали такой один владу, жесткую дисциплину достатково, ну, на тогочасный момент, конечно. И они, в общем, стали претендовать на землю. Ну, широко кажучи, некоторые земли объективно русские были, ну, то есть этнично русские, как вот сегодня мы, в нашем сегодняшнем разумении, русские, белорусские, украинские, вот, которые Великое княжество Литовское до Москвы. В принципе, ведь за Вязьмой, до Вязьмы, нават за Вязьмой, все еще был, ну, Можайск, починалася Московия. То есть там есть земли, которые реально, спочатку они свое отвоевывали, а потом захотелось больше, с претензией на всю былую спадщину Киевской Руси. Ось. Ну и так вот это и было поводом для этой битвы 1514 года. Ну, войны шли непорывно, все 16 стагодие. Могу называть, конечно, даты, але, наверное, не варто сегодня это робить. Но в 1514 она такая лесовызначальная, потому что это была решающая битва, после этого еще были бои, но все, межа стала, и белорусы застались в Великом княжестве Литовском. И, как не дивно, они там застались белорусами, не были ни окатоличены, ни литовичены, не ополячены, а застались белорусами. А вот те земли, что вошли в склад Москвы, и они, например, новгородские, это было практически четвертый этнос. И они цалком русификованы на сегодняшний момент. Поэтому в России есть Оковичья Россия и Аковичья Россия. Вот Окович — это Новгород, в принципе, и его земли вокруг. Они могли стать четвертым этносом всходних славян. Был бы еще новгородский, как бы он назывался, я не знаю сегодня. А Псковская территория? Они тоже самые близкие очень. Но они там и до Кривича крышку близкие, конечно. Ну, там Кривичи и жили на большей части. Но принамсі, вот это мог быть четвертый этнос. Так многие меркуют филологи и историки, до речі, так могло здатися. Так вот там был бел чего на белый, не будем уходить от темы. Был вымпел, но это крыш на самой справе. Вот если вы уважливо приглядеться, это крыжик червоный был на белом таким. И вот коли мы так штучно подводим дуже далекие корони бел чего на белого стяга, это так само не историчная правда. Но есть легенды, есть подания, что на Грюнвальдском поле было. Значит, але вот конкретно это уже початок 20-го стагодия, коли бел чего стяг вот был признанный нами, интеллигенцией найперш, конечно, белорусской, за свой. Что это за событие было? Нет, там целый шерох подей. Там нельзя сказать, вот, что вот с этой подеей, да, там, например, повстание некие этот самый. Просто поступово он все больше стал отосамляться с белорусским рухом. И так он был признан. Поэтому далее БНР, вот как раз стагодие будем отзначать праз год, утворение первая наша уже сучасная белорусская держава, Белорусская Народная Республика признала погоню и бел чего на белый стяг. Ось. Потом натурально, что у нас советские символы были, покольки перемогла советская влада. Ну и снова 91 год, 95-й, это был державный символ. А что это за кусок, временной кусок истории, когда Смоленск был белорусским, на белорусской территории? Ну, мы можем так казать. Значит, напевно, мы можем так казать, что это белорусская земля. В этнографичном плане так докладно можем казать. Или это была временная ошибка, потом это вернулось все на свое место и так далее. Вот мне, что за документ? На каком основании Смоленск давайте вот про Могилевские земли. Они спокойно вошли в склад ВКЛ. Вот нема у нас сведчення, что там воевали, какие-то Могилевцы Мстислав захопливал, литовский князь какой-то, пришел осада, там, да, и вот мы вошли. Або по шлюбу, Подвинье все вошло, значит, ну, вот Витебское княжество, конечно, або Доброхвотне, як Полоцк, або Подомовенійка, як Менск и інші города. Вот так входили земли, в основном мирно. Так вот, Смоленск — это выключение.
Потому что Смоленск, видать, ён себя і зусім таким, то есть сённяшнія беларускія землі в принципе дастаткова добраахвота выгода была. Великое княжество Литовское обороняло и от тевтонов, и от уже тады Золотой Орды, ордынцев уже. Вось. А Смоленск ён як бы і ў Москву не хацеў, і до нас не хацеў. Ён адчуваўся нейкім самастойным, досыць долго. Вось. Хотя со мной могут поспрачаться как представники и того погляда, что он русский, и, значит, представники нашего погляда, что он был спрадвеку белорусским. Потому что есть факты, которые могут свидетельствовать и на ту, и на другую позицию. В 19 стагоддзі многие, особливо вот, ближе до Беларуси, поветы, они были амаль цалкам белорусские. Ну, я могу сказать, что у меня, вот, например, у меня свояки живут за Смоленском, вот дальше, в Сафоново. Так я там прикалывался, да, с их, ой, як добра вы на белорусской мове размовляете. Она, да не, это мы по-деревенску. Вот. Сколько бело-красно-белый флаг был государственным? Вот этот промежуток времени и... Не, ну 90 официально, конечно, это вот как у нас. Если я говорю про начало 20-го столетия. По началу 20-го столетия, и он как символ БНР, ну, насколько она уже смогла справиться как держава, это так само особое питание, но это спробовано. Почему изменилась так ситуация? Вроде дали после революции самостоятельность Беларуси, и потом резкий шаг назад, даже два. Ну, в оголе лозунги у Ленина ж классные, и он великий популист в этом сенсе. Не, ну и я, до речі, его зараз не ругаю абсолютно. Землю, ну какие пригожие, земля селян, заводы рабочим. Что мы там маем? С народом свободу и самовызначение. Да, всем свободу. Ну, свободу еще раньше, правда, это лютовская революция. Судовные лозунги на сказал. Лозунгах можно все. Вот соседка говорит, что у нее на заборе слово из 3 букв, а там, к сожалению, дрова лежат. Она, может, хотела бы как раз, чтобы это было. Дело не в этом. Говорить одно, но как это в жизнь приводилось. Да, земли дали. Вопрос, вы разумеете, меня все остальные земли, что касается того, что говорил, меня интересует сейчас ситуация с Беларусью. Что появилась погоня, появился свой флаг, стяг, и потом бац, и все этого лишили. Практически все, 95%, кто находился тогда у становления белорусской державы при погоне и флаге, у стяге этом, они все были репрессированы. Ну, добро. Не все, так все-таки некто же застался. Но большинство-то было уничтожено. Вячеслав, я с вами згодный. Значит, сапраўданы потом трапили под репрессии и той же самой. Вот у нас в Могилеве была довольно моцная подтрымка идеи Белорусской Народной Республики. Был утворен как раз в конце сакавіка, вот 100 год будет. Почему я это добро ведаю? Потому что мы с Игорем Пушкиным написали книжку до 100-годия утворения Белорусского национального комитета. Он национальный назывался, разные назвы его были. Вот. И как раз в конце сакавіка он был утворений 1917 года, а в 1918 году он добился поддержки Белорусской Народной Республики. Так вот, самое цікавое в этом во всем факте, на сходе представничем, где по мандатам пришли люди от профсоюзов, от, значит, неких державных установ, там, землеуладания, от губернских установ нават, от разных политичных партий, польская, литовская была присутность, украинская громада присутничала. И все они проголосовали за Белорусскую Народную Республику. Вот для меня это была загадка. Ну, евреям, смотрите, город Могилев, это же навод не губернский, ладно, селяне проголосовали, а они белорусы голосуют, а Могилев, навошта ему? Навошта ему Белорусская Народная Республика вот в 1918 году, когда она была обвешена 25 сакавіка. І, як не дзіўна, украінскія падзеі мне шмат чым адкрылі вочы. Просто трэба разумець, што вот немцы, яны акупавалі на гэты момант, значит, Беларусь. Западную. Не толькі западную. Яны акупавалі город Могилев. Могилев акупаваны у нас, ну, польскімі спачатку часткамі, якія былі. Мы говорим про 18-й. Про 18-й год, да. И они оккуповали ее, и она была занята вот до Днепра. Луполо мост, даже был, значит, межа державная по Луполу, по мостам шла у нас. Луполо уже было советское. Правда, они и далее проходили, но это так, час от часу. Вот. И там, на всходе, комбеты, там
Значит, комбед – это комитеты бедноты. Там вот эти продотряды, так званые, харчи, разверстка, коли забирают все лишнее. Там военный коммунизм, там расстрелы, Красный террор. а здесь вот при этом, при всем, некое дозволяется дзейнічаць старым арганізацыям, настаўніцкі інстытут все еще працуе, значит, какие-то партии існуюць, значит, и лозунг обвещается: а давайте мы свой край сами будем кіраваць. Мы варты того, каб кіраваць сваім краем. И тады лозунг Белорусской Народной Республики оказался на диво запатрабаваным. По сутности в Могилеве не был губернский, я маю на увазе губернский сход. Здесь был организован сход чисто могилевский, а это полова евреев. И они так само подтрымали. Русские подтрымали, поляки подтрымали. И только чверть где-то, ну, каля чверть, это было белорусское населенство этого города. Ну, и оно натурально так само подтрымало эту идею. Потому что зробім свое, каб у нас не было як вот у суседзяў. Я да чаго украінскія падзеі? У меня сваякі в Харьковской области, вот они так даволі адносіліся да падзеев на всходе Украины, ну, с позиции антимайдана. Часть была за Майдан, одни свояки, жонка украинка. Одна ее родня, свояцтва, ездила на Майдан, там кровь могла проливать, другая была за антимайдан. И поэтому мне вот ситуация зразумела с двух боков. Так вот те, которые с Харьковской области были, ну, супраць на початку всего там, что в Киеве отбывается, Майдана. Евромайдан. Ну, Евромайдан, да. Там вельми много. Очень важно было, для что украинцев треба разуметь, что там этих майданов уже было. Они бы давно все домовились сами, как бы не знешние вот уплывы, скажем, назовем это мягко. Ось, они называют это агрессией. Ось. Вот калі все почалось в Донецке по-сурьезному, в Луганске, они раптом все стали за Украину. Раптом, почему? А не надо нам. Лепш вот такая наша самостойная Украина, чем то, что будет побач, где идет война. Хате мы сами разберемся. Вот то же самое в 18 году, на мой вот погляд, адбывалася здесь в Могилеве. А хай-ка мы паспрабуем сами пакіраваць собой. Но не атрымалось до конца этой державы. У немцев были погоднения с советами, у них свои проблемы были там во Франции, война протягивалась. Поэтому цалком она самостойной не стала. Тому ну, да, немцы работали на 2-3 фронта. Ну, так. Было тяжело, и поэтому надо идти было на уступки. Когда эту идею зарезали на корню? В какой момент? Не, ну пришли советы, и тут натурально советская улада. Ну, как только, ну, вам шмат в чым, конечно, БНР не пропала. Идея самостойности не пропала дарма, кажуть. Ось. Хотя тот же Могилевский комитет эвакуировался в Вильню, его лидер Каханович, а потом, когда он вернулся, он был все-таки репрессованный, вы правы. Он вернулся, потом ему подалось, что все, будет у нас белорусизация, и все. Ну, пошел, як все, як кажуть. Але треба сказать, что как бы здесь лепей это, значит, лепей сформулировать. Нагадайте мне вот этот крок, который я уже по старости своей забыл с момента нашей размовы. Значит, вроде при немцах начали, ну я обрежу, вроде при немцах как бы пошло, получили такую какую-то, начали получать незалежность, утвердили флаг погоню, и когда... Ну это мы проговорили, да. Когда это начало знищаться, то есть с какого момента, почему советы... Я что хотел подкреслить, да, дякую вам. Я хотел подкреслить один момент просто, что вот идея БНР, это недаремная была праца. Бо як толькі советы убачили, что есть падтрымка, что есть такая вот грунт у белорусов, хотя на початку вроде давали нам самостойность, но потом нема руху. И навошта тут будет заходняя коммуна? Ну да, вроде сначала не претендовали на Беларусь как такового. А когда раптом они убачили, что есть падтрымка, они утворили в альтернативу в городе Смоленске 1 студня 1919 года БССР. То есть это все-таки был протяг шмат в чем. Получается, Смоленск, вот тот момент была столицей как бы БССР. Вот тут-то мы и приходим. Чему Смоленск? Значит, там некая этнографичная частка, хотя в Беларуси была. Ну и, короче, як утворили они в Смоленску БССР, потом сразу же в межах всех она обвещалась, а потом германские вывели свои войска, вот пришла советская улада. То есть, объявив БССР в Смоленске, как бы де юре автоматически то, что было признано до этого независимой республикой, да, они тем самым
знищили это понятие, Да. введя свою норму власти в Беларуси. Натурально. В И СССР. советские символы все. Отсюда поэтому... То есть те, кто был до этого, признаны были уже нелегитимными и как бы врагами, получается, нового строя коммунистического. Ну да, в принципе так. Але ж там тоже свои были. Вот у репрессий, она же нестабильная вот такая линия. Она то хвали были, то А вот с какие-то этим моментом отлиги. Слуцкое повстание связано как-то или нет? Не, ну безумовно, например, одна из идей Слуцкого повстания, это уже крышку позднее, когда после советско-польского, не, ну коли так уже разбирать по деталях, то месяц она по сутности происновала и утворили, значит, Литовско-Белорусскую республику. То есть нас сразу же вырішили объединять в было Великое княжество Литовское, только советское, вот, а потом и поляки Вот наступают. почему для многих темный лес, я иногда вижу эти споры, эти споречки в интернете, и от недостаточности информации я запутываюсь и не могу понять, где литвины, где белорусы, и вообще к чему стремиться, и где здесь порядок, и где здесь покой. Где на самом деле историческая правда чего? Кто мы? Литвины, белорусы. Как правильно мы должны исторически называться? Откуда мы пошли? Ну, знову, видите, вы обіцяли нашим глядачам, що ми про історію Могилєва, а Могилєва ми не крадаємо. Ну, не важно. Ну, откуль ми пішли, питання, звісно, цікаве, як нас називати. Ми могли, ну, колись литвинами називались, справді, називались, був такий період в Великому княжестві Литовському. Хоча ще раніше, вот, коли взяти Подніпров'я, вот нашу Могилевщину, ми русские. У меня бабулька еще казала такую речь, что к нам москвичка приехала. Я думаю, что это в вёску Шкловского района, она наставница в той вёске, как приехала москвичка, вот так вот, ну, на вот в 90-е это годы было, ну, дивная как-то ситуация такая, не верится. Я думаю, стал распытывать, тогда еще вёска живая была, статок коров вечером пригоняют, все чекают, сидят там, я им закидываю информацию, они мозговой штурм бабки высветляется, что с Ярославля, чего же она москвичка? Москалька, по сутности. По сутности подмена понятия. А мы русские. Печка, я у другой бабки памятаю, питаю, чего наша печка русская называется? Да, ну, она же русская, все знают, что русская. Я говорю, так она что, с Москвы привезли? Нет, это наша русская. А у них какая? У них своя, там как-то называет их, значит, типа московская, там, ну и не так. То есть было четкое усведомление. Вот Поднепровье, мы ближе в этом сенсе по этничной назве были на до киевлян. Киевские земли, Черниговские, и вот вся Могилевщина сюда, и до Орши, и до Витебска, это все русское было. Поэтому и княство называлось, видите, как княство Литовское, Русское и Жамойское. Тут не треба ничего ужаться, что у нас не было такой единой назвы. Так повсюду было. Франция не называлась вся Франция. Там кожный Гасконь, Шампань, регионы все. В Германии то же самое. Бавария, Тюрингия там, и так далее. А потом некая одна назва начинает выходить на первый план. Так вот у нас был шанс, что будут литвины, а другие регионы – это Белая Русь. Белая Русь, по сутности, регион, вот у нас конкретно, який сформировал, ну, Кончаткова, наверное, в 17 стагоді вот назва замацевалась, это, ну, скажем так, Атосвеи, Полоцк, Витебск и Мстислав, вот сюда за Могилев, ну, не зусім до Гомеля, ну вот сюда. Вот это такой огромный на всходе регион, назывался Беларусь. Полесье все ведают сегодня, и оно основало само по себе. И Литва, как бы, вот это Заходняя Беларусь, с часткой сегодняшней Литвы, ну, коли так вот взять. И вот три назвы. Ну, лед склался так, что на початку панувала назва Литва, а потом Белая Русь. По идее, беды нема. Глядите, погоню нам дала бы Заходняя Беларусь, назву дала бы Всходняя Беларусь, все добре. Ну вот зараз погоні немає. Я дуже шкодую, що це не з'являється державним гербом Беларуси. Збирали підпису на то, каб признаць сцяг бела-чырвона-белай гістарычнай культурнай каштоўнасцю. Як гэтыя падзеі зараз? Нічым пакуль закончили. Некалькі разоў уже спробы былі, но пакуль што гэты момант не праходзіць. Цікаво почитать бы официальные отказы. Ну, я думаю, тут политичный момент сказывается, потому что это уже политизованный, как бы сказать, момент. Такие у нас с 90-х годов было супротивостояние видовочное помеж сегодняшними, одними политичными силами под сегодняшней символикой, так, державной, и вот под оппозиционной, скажем, которое было. И вот здесь вот момент есть такой. Когда на
ваш взгляд, началось возрождение национальной культуры и именно национальной символики вот этой? Понятно, что Советский Союз, об этом никто не знал, я никогда не слышал, даже про погоду. Где-то в 90-х, после развала Советского Союза, кто хранил эти ценности, кто хранил эту историю, кто первый начал возрождать Беларусь в том виде, который она сейчас, особенно после киевских событий, захотела получить свою незалежность в плане всего остального, даже от коммунистического мира, от флага бело-красно-зеленого и так далее. Это же нужно было, это же не одно поколение, это больше 70 лет прошло. Я просто, вот доброе питание, насамрэч, вы задаете, да, кто заховывал и все. Ну, можно сказать, иммиграция, да. Самое просто, как коротко отказать вот на такие питания с нашим форматом увеличиваючи. Но иммиграция заховывала, это да, докладно. В Заходней Беларуси, вот там даже письменники пишут, что это память была. Вот и про погоню, если мы сейчас про символы, так ведь? Да. И про, ну, по сутности, это и про идентичность, историю, да, это и про идентичность, да, и про историю. Ось. Что тычыцца советского часу, тут доволі цікава. Ну, частка письменников, но больше, мне здаецца, мастаки. Вот як не дивно, мастаки, мастацкое асяроддзе, вот там... Вроде бы нейтральная прослойка, да, которая да, не политизирована. Да, да, да. Вот у них, и они, до речі, вельми моцними суполками БНФ. Вот я не сегодняшний говорю політичной партии, а именно когда рух был, когда это ж массовый рух был достатково. Вот они там активисты были в 80-х, вот в конце 80-х, в 90-е вельми моцные. И они такой стрижень давали, мастацкую фарбовку. Ну и, видать, все ж таки есть так званая прихованная, да, память, она была и все-таки у народа. Потому что, поглядите, как только это все открылось, как бы поклалась она. Она очень хорошо поклалась на все те, ну да, как бы уявления, ниоткуда, которые у белорусов были. Ниоткуда взялась. Вот как бы... Чего-то, значит, нам не хапало. Да. Видать, все-таки, хотя я вот широ скажу, я коли в войску служил, я после института отслужил, уже за 1,5 года, да, думаю, сейчас год, 1,5 года я служил в советской армии, и у нас же разводы караула были там, где есть флагштот. Стяг СССР и Союзной Республики. Вот нам уже тогда сдавалось, что на вот БССРовские самые пригожие. Я не знаю, мы ходили, вот сегодня это смешно выглядит, но я памятаю, вот ходим, ну, а вот наш все-таки самый пригожий, правда, не с усими республиками. То есть хотелось, здесь не в тым справа, коли потом можно поравновать, вот сегодня поміж ими, то я выберу бело-червоно-белый как историк. Но я поважаю, сегодня у нас держава, понятно, что мы знаем, какие символы у нас есть. Ось. Але это на поравнании. А тогда ж мне, историку, думаете, нам что-то про это расповедали? Истфак не давал информации. Да, я вот хотел сказать, вы, что сказать про будущем? Для меня самого открытие было в 80-е годы это все. У нас, уявляете, Вячеслав, у нас был залик по всей досоветской истории Беларуси. Маленький курсик и залик, да навод не экзамен, до 1917 года. А вот с 17 года, под какой-то, ну кто по який учился, там по 80-й, 81-й я, вот тогда уже экзамен. Сапраўдная история ж почалась, советская. Вот так писали в подручниках. Тому чего издевляться, что народ слабо ориентуется? Не издевляйтесь. Да, ну я просто надеюсь, что теперешние студенты узнают больше. Не, я безумовно. Безумовно, чтобы еще это оценили. Сколько времени и уделяется ли в лекциях вот история того времени, именно вот этой символики? Ну, символики я не думаю, что так. Я не выкладаю конкретно гэты, да, курс. Но если коли взять гістфак, то перший у нас экзамен гэта атрымоўваецца, ну, от початку и до, ну, от заселения славянами, археология особенно вывучается, от заселения славянами и до поделов Речи Посполитой, потом российский час, еще один блок такой, это на другим курсе выучается, а потом уже как бы советский, постсоветский час, это особый экзамен. То есть 3 таких блока. 3 блока. Вот, все равно уделяется. То есть ну, конечно, там говорится. Да, ну, я меркую, что мои коллеги зваженно говорят, да, без крайности, без по таких... поводу нашей милиции, которая как
бык на красную тряпку бросается на этих белорусскомовных БНФовцев, которые с флагом и с погоней. Они что, там историю у них, они же тоже высшее образование получают. Они что, не понимают, что это, наоборот, на это реагировать не надо, чем на так реагировать? Ну, конечно, но бы спокойнее все было значно, им бы проблем Идет, меньше. да пусть он идет на этом. Ну и что, это историческая ценность в любом случае. А если не флаг, а флагшток красно-бело, или там Я штандарт? з вами паспрачаюся. Знаете, в якім сэнсе? Ну вот знакаміты быў інцыдэнт, калі Динамо Мінск на Барысава арэне играла в футбол, и там хлопцев за майки с погоней увели. Ну, потом их еще обвинуватили, что они брудно лаялись, а там что-то там непотребно себя вели в громадские места. Это знакомитый инцидент. Так вот, чем он закончился? Он закончился тем, что министр же официально попросил пробачения. То есть ситуация меняется. Я до чего? Вот я всегда хочу увидеть позитивное. Мне так хочется, принамсі. Может, натура такая. Видите, министр образованный, но образованные должны Конкретные милицианты по звычке, вот той, которая была, видать, 90-е годы у них, они так и себя и поводили. Значит, увели частку этих аматоров, которые пришли, завзяторов, как там кажут в футболе, да, вот. А потом их отменили эти штрафы, им все, ну и нават пробачения попросили. То же самое было со школьником одним, який там у него на сторонце где-то в Фейсбуку, где-то было шмат вот бел чего-на белого, и, до речи, он не прибрал нам от стяги, ну там кое-что прибрал. Это где-то в Заходней Беларуси, здається, в Слониме был подей, что директор просил пробачения у учня, это его позиция, он имеет право на свою позицию. Принамсі погоню он там все покинул, но они пошли на компромисс. Был конфликт у него с наставницей, которая обвиноватила его вот в том, что, в принципе, вот вы расповедали. А он отстоял свои правы. Так что ситуация меняется лучше. Ну, что ты бел чего на белом? Ваш в этом плане прогноз. Мы к этому все-таки придем? Так оно життю. Поглядите, как до белорусской мовы держава стала поворачиваться. Я хочу, не знаю, тут маленькими похвалить. шажками, но мы идем к тому, что будем разговаривать на белорусской. Белорусы будут разговаривать на белорусской, зная русский. Ну, тут может быть и ирландский вариант. Тут вот я не знаю, я не футуролог, чтобы наши сказать. Зрители не все знают, что такое ирландский. Ирландский вариант, они все-таки размовляют по-английски, але застались ирландцами с вельми четкой такой национальной сведомостью, с повагой до своих коронев, даже с певной такой, ну, супрацьстоянием англичанам на вот в разных сферах, которые у них есть. И не присоединились они так. И тем не меньше они англомовные. Они могли бы войти в состав. Конечно. Но они остались, да. И при этом они англомовные, и на гельской, как у них там, ну, ирландской мове, у них мало кто говорит. Хотя тоже у них такой период был борьбы очень серьезный. Там, ну не быто, вот, повинны были перевести, але вот, ну, как бы, и глобализация, это, коли хочете, вот, это англосаксонский мир, и английская мова дает больше выгодов. У нас, правда, в этом сенсе, это на сегодняшний момент мы так щільно привязаны до России, да, вот, только до ее рынка. Но чем больше контактов, тем больше возникает потреба в інших мовах. И кто знает, как оно будет. Но я бы еще задать. Кто знает, я ваш прогноз хотел услышать. Короче, вот если так поглядеть, вот поглядите даже позицию Александра Лукашенко. И он, мы же не знаем, что он думал на самой справе. Ну, это только он знает, любой человек. Я здесь без всілякого. Але згадайте першие референдумы. Было видовочно, что он ну, вот так вот звонку, что он за реставрацию того, что было в Советском Союзе, обновление державы союзной, да, ну и она и обновилась в той форме, какой она есть. Вот и все. А кто был за незалежность? Оппозиция, за белорусскую мову, за герб погони, за бел чего на белостях. Мало кого было. Тогда еще как раз информации было очень мало. Не сравнить сейчас. Если бы этот референдум был сейчас, я думаю, что особливо по погоні может быть вот этот особливо по погоні, по символике могут быть інші. Там, до речі, наименьший, даже навод тогда процент наименьший был. Вообще новая жизнь. Кто знал эту информацию про погоню, про язык и так далее. Референдум уже был в 95-м годе. 6-м или 5-м, да. По символике. Еще Советский Союз дышал в спину. Еще люди не успели переформировать свое не историческое знание, никакое. Еще школы не перестроились, институты. О чем можно было задать? Об этом знали десятки, там, ну, сотни людей, которые... Ну, Минске больше-меньше, да. Уже так как-то там котел такой. Але поглядите, как далее отбывается. Где-то 2001 года выборы, и гарант незалежности становится Александр Григорьевич. То есть прошел час, и сама улада, это же он же не сам по себе жил, он же не в поветрие снует. Это же не то, что он что захотел, туда и рулить. Свита,
ну, как раньше называли, короля робить, да, так вот у него есть там, есть структуры разные, и раптом в громадстве что-то стало меняться, и он уже выступает. И оппозиция стала уже в горших умовах, потому что раньше она только была оборонцем незалежности, и раптом и Александр Григорьевич так само выступает с этих же позиций. Ну, ситуация, мне кажется... Прошло еще несколько годов, погоня становится... Ну, поглядите, я тенденцию сейчас пробую выбудовать для вас. Погоня становится официальным историко-культурной каштовностью. Белчего на стяг покуль что еще нет. Адносіны дамовы, еще один момент. Белорусская, ну, частка оппозиции, там не вся оппозиция розная, на самом деле, но частка оппозиции приватизовала, что она размовляет по-белорусски, а улада по-русски только. Ну, поглядите зараз. Игорь Марзалюк, наш могилевец, старшиня комиссии, наумысно, повсюль, корректно размовляет по-белорусски. Значит, что с тем меняется все ж таки. Вот, коли вот так вот эти мы все пункты глядим, так у нас выбудовывается, что колись белчего на белый стяг признают. Тоді таке питання. Ці чули ви на своєму житті, на своїй пам'яті, як президент розмовляв по-білоруськи? Да, я чув це. Ну, напевно, я не раскрою секрету великого. Вот сейчас вот думаю, просто эта информация все ж таки не от меня. Ну, по-перше, он выступал на белорусской мове 23 официальные промовы. Один раз это было... Где же такое послухать? Не, было. 295-96 год, и он выступал пару разов. Ну, не шмат, але было официальные промовы на белорусской мове были. Причем однойче это было чомусь летний на 23 лютого, перед вот этими вот... Я еще тогда здивился, на 9 мая. Вот зараз я так само боюсь сказать, но в моей памяти оно отбилось. До речі, ну вот раскрою секрет, что коли, ну не буду называть прозвище, кто проводил экскурсию для Александра Григорьевича в городе Могилеве, по ратуше, так вот, но тем не меньше. Я добро супрацоўнічаю с музеем, который находится в нашей ратуше, это музей истории Могилева, и мне есть информация, что ён, отказываючи на пытанні, а Игорь Марзалюк проводил там где-то на белорусской, здаецца, пачаў. Ну, принамсі, пачатак был докладно о мове, и он размаўлял с ним по-белорусски. Ну, где-то, может, и на русской, там не буду казать, но мне это казали. Думаю, что он на самой справе вымаўлення, так у его лепш поставлено, чем у мяне. Потому что я в России досыць долго пожил, ну так, бацькі вайскоўцы, я жил долгий час в Российской Федерации, маленство, юнацтво даже, не, маленство. Вот. А у его вымаўлення, ну, послухайте вымаўленне в русской мове. Ну, вельмі доброе белорусское вымаўленне. Некалькі кроков бы и... Чего не хапае? Так что я думаю, что он размаўляет. Чуете? И он размаўляет. Ну, добре. Дальше з его инициативы зараз повеличили, ну, сын пошел в школу, и он убачил, что сапраўды есть, как я разумею, это моя думка, реально убачил, что есть проблема с навучанием белорусской мовы. И он же публично это и говорил потом, что ты не выучишь за эти 2 уроки там, на тыдзень першаклассника. И повеличили за... Сколько годов треба было ему кіраваць, каб... А это завсёды з уласнага досвіда. Сын пошел, и он убачил проблему про свой. Мы завсёды все пропускаем про себе. Але кіраўнік павінен глядзець на 7 крокаў наперад. Такого узроста, уровня. Ну, я згодны з вами, конечно. Пожадано было, каб это адбылося адразу. Трэба зараз Богу помолиться, што нарадзіўся сын у яго. Чтобы на беларускай мове канал з'явіўся. А я так разумею, што гэта пастамайдан. До речі, канала немає. Які канал у нас по-беларуску? Ну, 3. Я не разумею. Я, коли переключаю, не могу знайти один белорусский канал. Белорусскомовный канал, который цалком весь час размовлял, ну, где бы звучало, или хотя бы была в титрах белорусская мова. Остатнє питання у нашій програмі. Зовсім недавно відбулася конференція по Магдебурзькому праву, і були гості з України. Якое враження у українців заставив Могилев і Білорусь, бо вони хіба їздили до Мінську, так? Так. Вони ще й Мінськ погляділи. Нешта вони вам відписали лист, які їхнє враження про Могилев і про Білорусь. Як можна коротей, але саме такі основні аспекти для наших глядачів наприкінці. Ну, справді, файна конференція відбулася з днями. Ось, шмат гостей з Росії, з України, з Києва було 2 дівчини, ну, пані, уже вона не зовсім дівчина, взрослішку старейший. Ось. І одна з них сказала, що нібито повернулася на 20 років тому, летнее в советское минулое, вот ей так подалось. А у другой я перепытал, говорю, такое же у вас уражение, что мы, ну нібито ж реклама есть, ну вулицы знешне змянились. И она выказалась крышку инакше. Она выказала, что не, у вас
историю вы теперь, мы бачили на конференции, что у вас вы опираетесь на традиции, на то, что не просто самокіраванне трэба сёння прышчапіць беларусам, а што оно было ў беларусаў, што яны змогуць кіраваць самі сабой, на то, што ідэнтычнасць у вас фарміруецца, мне здаецца правільна. Але звярнула ўвагу на і моманты такія, што вот львы чамусьці падаліся імперскімі. На нашем новом мосте. Белорусский националист Андрей Воробьев, скульптор, белорусскомовный. Вот ей подалось имперскость в этих, такое нечто от Питера. Вось. И сказала, чтобы на этой металле мы тут всех национальных дьячов поставили бы. В городе Могилеве, с той бронзой, какая есть. Да. Не, но такие львы не кепские, упрыгожили мост, скажем так, и Могилев. Я, до речі, добре до їх ставлюся. І то, що є спрички, це класно. Це нам є об чим сперечатися. Ну, то есть можно же еще и помники поставить так само. Хочется верить, но как-то у нас на бобров, огурков и львов завсёды хапае гроши, а вот як только про помники, так у нас некая проблема возникает. Вось, и сказала, чтобы мы были меньше сціплыми. Вы, белорусы, нечто у вас пессимизм, говорит, у вас, вам есть чем гонориться. Будьте вы активнее и больше упевненные в себе. Ну, тогда на этой оптимистической ноте мы с таким пожиданием завершим нашу размову. Спасибо большое за внимание, уважаемые зрители. До новых встреч. Спасибо, Александр.